Доброе утро, дорогие телезрители. Телеканал Якутия-24 и НВК Саха приветствуют вас. Понедельник, утро. И в ближайший час вместе с вами в прямом эфире будем мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Да, понедельник, день бездельник, кто-то говорит так, но мы не поддерживаем такой подход, потому что понедельник начинает рабочую неделю, а как ты ее начнешь, собственно, как с днем, да, если взять менее масштабно, да, день бодро начнешь, бодро день пройдет, неделю бодро начнешь, неделя пройдет аналогично, поэтому призываем вас начинать первый день недели, конечно же, бодро, энергично и максимально плодотворно вообще этот день провести. Ну и как всегда в нашем эфире сегодня будет очень много полезной информации, добрых новостей, интересных сюжетов, ну и, конечно же, у нас в студии побывают гости. Да, без них никуда. Но, тем не менее, еще не забывайте про наш телеграм-канал, в котором тоже много всего интересного в течение дня выходит. Вы можете, собственно, QR-код отсканировать, который на экране сейчас видите, и сразу в этот канал попасть, подписаться и быть всегда с нами, потому что там публикуется в том числе и то, что в эфиры не попадает, но, тем не менее интересное, а порой и полезное. Ну а сейчас, по нашей доброй традиции, как всегда, мы начнем с рассказа о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах республики от плюс 16 до плюс 18 градусов, в заречной группе от плюс 17 до плюс 19, в южных от плюс 14 до плюс 16. В Вилюйской группе улусов 17-20 градусов тепла, в Нижнеренских от 17 до 23 со знаком плюс. В западных от плюс 16 до плюс 18, в Колымо-Нигирской группе улусов от плюс 3 до плюс 13, в Янских от плюс 11 до плюс 13 и на северо-западе 13-19 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха сегодня в 6 часов утра составила плюс 18 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, а температура воздуха днем в Якутске прогреется до 28-30 градусов тепла. Вот так, Паша, выходя сегодня на улицу, я никак не думала, что температура днем будет до 20, там, скольки градусов? До 30 градусов. До 30 Странно, градусов. что ты так не думала, учитывая, что все выходные такая температура стояла. Но, тем не менее, вообще в эти жаркие дни, естественно, становится, как всегда, актуальным вопрос о том, о заботе о своем здоровье, естественно, при таких температурах. И чтобы поддерживать силы, конечно же, нужно стараться больше времени проводить в прохладных помещениях и пить достаточное количество воды. Помимо этого, будьте осторожны, ведь во время жары обостряются хронические болезни, в частности диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и легких. Ухудшить самочувствие может прием лекарств, влияющих на потоотделение, механизмы терморегуляции тела. Посоветуйтесь с врачом, нужно ли менять схему лечения в жаркие дни. Кроме того, в зной никто не застрахован от теплового или солнечного удара. Если кому-то стало плохо из-за жары, необходимо перенести его в прохладное место, уложить, приподняв голову, расстегнуть одежду, обеспечить доступ свежего воздуха, дать прохладной воды и при возможности обтереть мокрым полотенцем. При ухудшении самочувствия срочно нужно вызвать скорую помощь. Ну а если плохо себя почувствовали вы, то уйдите в тень или ближайшее прохладное помещение, выпейте воды и смочите ею открытые части тела. При необходимости вызовите скорую помощь. Вот, ну вообще в целом, вот у тебя еще какие-то есть методы борьбы с теплом, с жарой, с такой температурой невероятной? Ну, ты знаешь, я, например, пришла к тому, что в помещении я не включаю кондиционер в редких случаях, потому что, выходя на улицу, для меня происходит такой резкий перепад. Поэтому я стараюсь вот до последнего, пока есть возможность, терпеть и не включать кондиционер. И мне так кажется, что, выходя на улицу, я жару переношу легче. Ну, я, наверное, тогда буду представлять обратно пропорциональную, да, историю, потому что, кондиционеры — это наше все, спасибо им. Хотя при этом, да, вот однажды мне рассказывали, если мы возьмем жаркие страны, вот, допустим, такого арабского региона, тот же там условно Афганистан, да, и старцы вообще в горах живущие, там тоже очень жарко, и они всегда ходят в теплых вот этих своих шубах и пьют горячий чай. Да. И как объясняется это тем, что ты поднимаешь температуру внутреннюю тела своего, доводишь ее до отметок внешней уличной температуры, и поэтому ты жары как таковой не ощущаешь. Да. То есть тебе горячо внутри, у тебя горячо снаружи, баланс. И все, баланс, все хорошо. Возможно, это работает. Я на себе никогда не применял, не пробовал. Может быть, однажды как-нибудь попробую и скажу, действительно ли это так. Все только что перечислено — это самые базовые советы
советы по спасению от жары. Но при этом есть и другие методы защитить себя от палящего солнца. И ими с нами поделились жители Якутска. Как вы спасаетесь от жары? Свои методы расскажите просто. Свои методы от защиты от жары я предпочитаю вентилятор электронный. Ну, тенечек, зонтик и крем SPF самое главное. Прохладительные напитки всегда с собой. И каждое утро холодный душ. Очень хороший метод, называется японский способ спасения от жары. Платок ХБ мочишь холодной водой и вокруг шеи. Желательно на затылке. Очень хорошо помогает. Главное, черное не одевать, белым ходить, чтобы солнце не впитывало. Слишком, если жарко, принимаю прохладительные напитки. Ну, в основном, как газировка. Вентилятор, получается, открытые окна. Шляпы носим, но сегодня я не одела. А так, в целом, рекомендую солнцезащитные крема, чтобы не сгореть. Ну, я обычно покупаю мороженое и какой-нибудь холодный напиток. Все. От жары я спасаюсь кондиционером, холодными напитками, можно сказать, просто лежу дома. На улице шляпой, сумочка шляпа есть и холодными напитками. Я спасаюсь от жары с помощью напитков и с помощью легких одежд, летние, чтобы были такие не тяжелые. И все. Ну а в летний зной немаловажным фактором является и выносливость человека. Ее, как и все в нашем теле, можно натренировать. А в том числе в этом может помочь утренняя зарядка, которую для вас проведет наш спортивный инструктор. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясница расслаблена, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся к небу. Сегодня у нас с вами суставная гимнастика. Суставы мы разомнем, начиная сверху, и постепенно будем опускаться вниз. Итак, наклонили голову, вдох, и на выдохе давим на голову, плечо оттягиваем в противоположную сторону, ощущаем, как тянутся мышцы шеи и плеч. В другую сторону вдох. И на выдохе давим, плечо оттягиваем, ощущаем, как растягиваются мышцы шеи. Хорошо, вдох. И на выдохе запрокинули голову назад, осторожненько. Хорошо. И выпрямили голову, вдох. И на выдохе опускаем голову вниз, давим ладонями на затылок, ощущаем, как растягивается задняя поверхность шеи. Если все нормально, можно голову осторожненько покрутить вправо-влево. Хорошо. Теперь поворачиваем голову вправо, за подбородок толкаем, за затылок тянем, скручиваем голову мягко, без болевых ощущений, ощущая, как скручиваются шейные позвонки, разминаются. В другую сторону вдох, на выдохе давим на подбородок, тянем за затылок, вдох на выдохе и дальше дышим свободно. Хорошо расслабили шею, плечи крутим. Вверх, поднимаем почти до ушей, вперед округляем спину, назад соединяем лопатки. И в обратную сторону поехали. И, сань, отлично. В противофазе вращаем плечи, ощущаем, как задействуются наши широчайшие мышцы. И в обратную сторону. И, сань, хорошо. Вращаем руки в плечевом суставе, начинаем медленно. Если нет никаких болевых ощущений, можно убыстриться. И в обратную сторону. Опять начинаем медленно. Если все нормально, можно чуть убыстриться. Хорошо. Кровь, прилившую к кистям, опустили. Теперь разминаем локтевые суставы вращением предплечий. Обратно. Хорошо. Вытянули руки вперед, вращаем кулачки. Разминаем запястья в обратную сторону. Хорошо. Порубили воздух расслабленно кистями и помахали кистями, как крылышками бабочки. Отлично. Теперь разминаем плечевой пояс. Вдох и на выдохе притягиваем руку к себе. И теперь колени у нас мягкие. Делаем повороты и растягиваем дельтовидные мышцы. Другая рука вдох. На выдохе потянули к себе и с поворотом. И, сань, цы,
Хорошо. Покидали руки вперед-назад. И давайте это упражнение мы совместим с дыхательной гимнастикой Стрельниковой. То есть на скрещивании рук мы делаем вдох носом, на открытии рук выдох ртом. Поехали. Молодцы! И теперь кидаем руки вверх-вниз, дышим свободно, ощущаем, как все раскрепощается в наших плечевых суставах и в плечевом поясе. Отлично! Закончили. Всем хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Я думаю, с такой замечательной зарядкой проснуться будет совсем несложно. Ну да, достаточно эффективная и энергичная. А сейчас на очереди наши коллеги с последней сводкой полезной информации и новостей. Мы им слово передадим. Ну а после вернемся в нашу студию и поговорим на такую интересную тему, да, как климат, потому что он иногда непредсказуем и вообще с чем это может быть связано в том числе, тем более, что порой климатические явления, вот вчера в Якутске, да, видели сами, да, буря в пустыне так называемая. В общем, новости на очереди, и скоро вернемся. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Предлагаем блок новостей. Президент России Владимир Путин считает необходимым снизить долговую нагрузку регионов. Он предложил списать 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Это позволит регионам сохранить более 200 миллиардов рублей ежегодно с 25 по 28 годы. Глава государства подчеркнул, что эти деньги должны быть направлены на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции. Средства, которые регионы возвращают в бюджет России по кредитам, президент предложил вновь направлять на развитие субъектов. Требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами смягчено второй раз менее чем за месяц. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. В конце июня правительство объявило снижение этого порога до 60%. Теперь же этот порог снижен до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно будет репатриировать уже менее половины внешней выручки. Группа «Русагра» добавлена в перечень экономически значимых организаций. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Статус ЭЗО позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании, либо передавать право на них кому-то другому. Кроме того, закон позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. В Якутии за полгода зарегистрировано 340 ДТП, в которых погибли 61 человек. Наибольшее количество происшествий фиксируют в Якутске, Нерюнгри и Мирном, а также в Алданском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах. Особое беспокойство вызывает количество водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Таких случаев насчитали более 1700. Также по вине пьяных водителей произошло 33 аварии, в которых погибли 4 человека и травмированы 40. В городах Якутск и Нерюнгри, Амгинском, Вишневилюйском и Мегино-Кангаласском районах прокурорами выявлены факты несоответствия материально-технической базы автошкол установленным требованиям, низкого качества обучения кандидатов в водители. В городе Якутске установлено, что в нарушении закона в 3 автошколах обучение проводится дистанционным способом. При выборе автошколы необходимо помнить, что каждая такая организация должна иметь лицензию на образовательную деятельность, а также заключение госавтоинспекции о соответствии условий обучения водителей, установленные законом требованиям. Приобретение и использование поддельного водительского удостоверения является преступлением, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная мера наказания по которой – это лишение свободы на срок до 1 года. Благодаря республиканской программе поддержки местных инициатив в Нюрбе ежегодно проводят работы по благоустройству. В этом году по инициативе жителей округов Портовской и Вертолетка был разработан проект освещения улицы Кудряшова. Данный проект прошел конкурсный отбор и уже реализуется. В настоящий момент установлены 25 столбов освещения. Осталось лишь подключиться к электричеству.
Дополнительно тут будут проведены еще работы по дополнительному освещению улицы Макара Семенова. Ну и работы сейчас проводятся на микрорайоне Вертолетка по программе поддержки местных инициатив. И стараемся все улицы города полностью до 2027 года все полностью установить и осветить. В приоритете у нас улицы социальных объектов, это наши школы, садики. В этом году дополнительно уже будут в зеленой зоне массив, получается, наш парк. Там дополнительно около 30 опор должны тоже установить. Работы должны закончить. Вчера, 14 июля, завершила свою работу молодежная климатическая школа. В рамках проекта молодые ученые познакомились с особенностями климатических изменений в Якутии, а также выполнили индивидуальные научные исследования. Сегодня у нас в гостях Валентина Ситникова, кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук, руководитель молодежного клуба Русского географического общества «Сохраняй Алтай». Валентина, доброе утро. Здравствуйте. Вот. Ну, вообще, что такое молодежная наука сейчас, в принципе? Потому что, мне кажется, в сознании многих наука, как будто бы это прерогатива таких уже относительно великовозрастных людей, но мы знаем, что это не так, потому что в науке молодежи много, и как сегодня можно стать частью научного мира? Спасибо за вопрос. Да, действительно, сейчас такое ощущение, как будто наука — это какое-то закрытое сообщество для очень взрослых людей. Но на самом деле для молодежи сейчас очень много возможностей, в том числе и самостоятельного плавания, и для того, чтобы примкнуть к этому сообществу, к этим большим лабораториям, которые занимаются огромными проектами. И, конечно, сейчас направление науки — это практическая применимость всех научных исследований. Как молодежи попасть в науку, это, конечно, нужно в первую очередь хотеть. И вот это вот большое желание, оно поможет преодолеть все трудности, и возможностей на самом деле сейчас очень много. Это и научные гранты, это и околонаучно-популярные гранты, которых сейчас в нашей стране очень много. То есть мы все-таки говорим о том, что научный мир для молодежи — это все-таки уже студенческие годы? Или со школьной скамьи уже можно стать? Мне кажется, со школьной можно уже. Да, на самом деле самый простой вариант — это начинать даже с дошкольного возраста, когда прививаются самые минимальные азы естественной науки, да, если это мы говорим про естественную науку. И уже затем в школьном возрасте эти навыки развиваются, в студенчестве они подкрепляются, и уже молодым ученым человек выходит и дышит полностью. А вот говоря, собственно, про молодежную климатическую школу, которую, да, мы уже сказали, что она прошла вчера, накануне, завершилась. Подробнее про нее, кто принимал участие и чем вообще эта школа занимается, скажем так. Да, этот проект, вот как раз-таки миссия была такая, чтобы соединить молодых ученых, медиаспециалистов в том числе, для какой-то большей цели, для того, чтобы они обменялись, во-первых, опытом, взаимодействовали, и потом свои знания в достаточно простой, доступной форме смогли донести до простых людей и рассказать, чем они занимались. Ребята были совсем из разных областей, из разных специальностей. Это и у нас и метеорологи, и географы, и картографы были, и ребята-видеографы, фотографы. И самое главное, конечно, наша цель была вот на практике изучить все изменения климата. Да, мы сейчас вот видим кадры и примерно уже визуально можем представить, как проходят, да, ваши мероприятия. Но и каковы результаты? То есть были конкретные цели или вы просто вот практические задания просто для развития общего сказать? Или были конкретные поставлены цели? Да, конечно, у каждого участника было индивидуальное задание, научное именно, и мы на завершающей конференции смогли увидеть, какие результаты они донесли. Это все будет в научных статьях, и плюс, как я уже сказала, да, мы популяризируем науку. Ребята расскажут о том, что они делали в своих группах студенческих, для школьников расскажут. И, конечно же, уже самый главный, наверное, результат — это то, что мы объединили разные направленности, и мы поняли, что этот проект очень перспективный, и хотим продолжать именно в этом русле. Есть у нас предложения и для местных властей в сфере законодательства, есть и для
научного сообщества, которое мы хотим собрать как рекомендации и до них донести. Ну, вот еще перейдем к вопросу РГО, да, Русское географическое общество, молодежный клуб выезжает в экспедиции, в том числе как-то вот участие в экспедиции как можно принять, то есть возможно ли там просто куда-то прийти, сказать: здрасте, хочу с вами куда-то поехать, или это опять же какой-то, может быть, там тоже закрытая экосистема? Ну, на самом деле, чтобы попасть в экспедицию, я опять повторюсь, нужно хотеть в экспедицию. Главное желание. Да, и немного быть тем профилем, который необходим участнику для отбора. Ну, если говорить про Русское географическое общество, молодежный клуб, наука там тоже начинается со школьной скамьи. Это большие смены, мир открытий Русского географического общества, где ребята учатся как на практике, не просто в кабинете, да, узнавать что-то новое о мире, а именно на практике узнавать и расширять свой кругозор. А в наши уже более взрослые экспедиции, где участвует молодежь от 18 до 35 лет, можно попасть, подав заявку. В заявке указывается большая информация о себе и, конечно, профессиональные навыки и мотивация. Наверное, это самые два главных пункта, по которым мы отбираем ребят на наши проекты. То есть специальность иметь не обязательно, да, связанную с географией, да, либо с биологией, там. А можно быть, не знаю, с типичным бухгалтером, который просто очень хочет попасть в эту экспедицию, и у него есть шанс. Ну, большинство наших ребят, конечно, узкоспециальные, да, но вот у нас в экспедиции был юрист, который, ну, в принципе, тоже с экологическим правом здесь будет рассматривать этот вопрос, подготавливать рекомендации. И действительно, самое главное желание и то, что человек хочет достичь в конце, да, какие цели он ставит и какие результаты бы он хотел добиться участия в этом проекте. Валентина, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Я думаю, что все больше и больше молодежи с такими специалистами будут увлеченно заниматься наукой, и это, конечно же, принесет свои результаты. Ну вот, в целом мы затронули, да, вопрос климат, да, климатических изменений. Это все, опять же, окружающий мир. И, безусловно, мы еще знаем, что, да, окружающий мир нужно беречь. Сегодня все мировое сообщество, в том числе ориентировано на заботу об экологии. Не менее важным является вопрос сохранения чего еще? Правильной истории, потому что известно, без истории нет будущего. И одной из кладезей истории в нашей республике является Национальный центр аудиовизуального наследия Якутии. В нем хранится огромное количество кадров, на которых в том числе запечатлены и знаковые моменты истории нашего региона. А внести свой вклад в сохранение истории может любой желающий. Специально для этого Центр проводит конкурс «Кинолетопись Якутии». Подробнее об этой кинолетописи далее. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Григорьева, я ведущая, эксперт Национального центра аудиовизуального наследия. Наш центр ежегодно проводит республиканский конкурс «Кинолетопись Якутии». Этот конкурс был организован в сложные 90-е годы, но центр продолжает эту добрую традицию. Номинантами нашего конкурса становятся киновидеоматериалы, поступившие на хранение в фонд центра. Например, в прошлом году в конкурсе приняло участие 60 человек. Это люди разных профессий и поколений, но их связывает одно – любовь к истории Якутии. Условия конкурса довольно просты. В конкурсе участвуют видеоматериалы, поступившие на постоянное хранение фонда. Всего за эти годы участниками конкурса стали более 20 тысяч видеоматериалов. Участником конкурса может стать любой желающий. Это может быть профессиональный оператор, режиссер, любитель, горожанин, любой человек, зафиксировавший общественно-культурное или историческое событие из жизни республики. Если вспомнить конкурс прошлого года, то из 3000 проектов члены жюри эксперта отобрали 25 работ. Основной критерий выбора – это историческая ценность. А теперь познакомимся с номинантами конкурса «Кинолетопись Якутии» за 2023 год. В работе режиссера Ольги Петровой «Отголоски голосов. Потомков Первой мировой». О своих дедах и об их героических подвигах рассказывают их внуки. Благодаря краеведам Хангаласского улуса стали известны имена участников Первой мировой войны. Ямщики и крестьяне Приенского тракта участвовали во всех военных действиях, которые вела царская Россия. В Якутии данная тема мало изучена, ведь до сих пор не установлено точное количество призванных. При этом известно, что 35 якутян были награждены высшей военной наградой – Георгиевским крестом.
Известный волонтер, общественник Светлана Диадорова бережно хранит память о своем отце. Владимир Лаврентьев был известным активистом Чурапчинского улуса, отличником культуры республики, ветераном труда. В 90-е годы он создал телестудию «Сагах» и снимал для истории редкие кадры. Одним из первых в Якутии со своими соратниками он организовал клуб здорового образа жизни. Трезвость как норму Владимир Михайлович пропагандировал всю свою жизнь и остается ярким примером не только для своей дочери. Телеведущий Руслан Ачиров перелистывает книгу своих воспоминаний. Страницы памяти возвращают в детство. Если слышал звук пишущей машинки, значит дедушка Степан Дадоскинов известный поэт, прозаик, драматург дома, и он за работой. Журналистика – еще одно дело жизни известного деда. Степан Дадоскинов со своей кинокамерой объездил всю Арктику. Сейчас личный архив Степана Дадоскинова оцифрован и передан в фонд центра. А номинация «Сердце отдаю детям» была вручена педагогу Акулину Гуляеву за видеоспектакля «Олонхо». На протяжении многих лет педагог знакомит детей с эпосом, пропагандирует якутскую культуру. «Олонхо» – это культурный код. По мнению номинанта, должен передаваться из поколения в поколение. Известный государственный и политический деятель Якутии Климент Иванов уверен, уроки прошлого – опора для будущего. Ветеран госслужбы был отмечен специальной номинацией. Выступление Климента Иванова на 3-й сессии Верховного Совета в Москве и его воспоминания – это ценный архив. Ведь именно при его непосредственном участии была принята Конституция Якутии. И, наконец, обладателем Гран-при. Победителем 18-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии» стал Василий Кустуктуров за архивный фонд, который уже назван «Золотой коллекцией». В объективе кинооператора знаменательные события 60-х, 70-х годов. Сельское хозяйство, промышленность, участие якутской делегации в съездах в ЛКСМ, прибытие первого поезда на БАМ, строительство Нюрнбергской ГРЭС и другие эксклюзивные материалы. И это лишь малая часть работ, о которых мы вам успели рассказать. Наш центр регулярно пополняет свои фонды и на постоянной основе ищет редкие кино-видеоматериалы. Почти в каждой семье есть неоцифрованное видео и кинопленки, а среди них нередко находятся уникальные исторические кадры. Такие материалы мы с удовольствием и с радостью принимаем в наш фонд и придаем статус аудиовизуальным документам. Я призываю вас скорее оцифровать их в нашем центре и открыть доступ к истории вашей семьи, ведь историю Якутии создают ее жители. Кстати, мы регулярно публикуем исторические кинокадры в наших соцсетях. Смотрите нас на платформе Дзен, Рутуб, YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вы везде нас найдете по названию «Кинохроника Якутии». Или просканируйте этот QR-код, который видите на экране. Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Мы тоже внесем свою лепту в вопрос знания истории и далее узнаем о знаковых событиях, которые случились в этот день. На календаре 15 июля. Сегодня отмечают Всемирный день навыков молодежи. По народному календарю в этот день на Руси чествовали Берегиню, великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы, поэтому девушки ходили в лес поклониться этому дереву и попросить счастья в любви. На Берегиню можно было попытаться приворожить возлюбленного. Для этого нужно было взять маленькую березовую веточку и тайно положить на порог. Как только парень переступал эту веточку, девица немедленно подбирала ее и прятала в сухое место, приговаривая: «Как этот пруд сохнет, так пусть и он от любви ко мне сохнет». Этот день в истории. В 1783 году по реке Сане близ Леона поплыл первый в истории пароход. В 1822 открылась Нижегородская ярмарка, крупнейшая ярмарка в царской России. Ну а в 1975 состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран: советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».
В этот день родились. В 1606 году родился Харменс Рембрандт, голландский художник, мастер живописи и гравюры. В 1853 Мария Ермолова, русская и советская актриса, народная артистка республики. В 1897 Владимир Крюков, советский военный деятель, генерал-лейтенант, герой Советского Союза. В 1918 Бертрам Брокхаус, канадский физик, нобелевский лауреат. В 1924 Махмуд Эсамбаев, советский артист эстрады и балета, хореограф, народный артист СССР. Ну а в 1945 Юрий Айзеншпис, российский музыкальный продюсер. Именины сегодня отмечают Арсений. Ну, а мы продолжим узнавать о событиях, о знаковых датах сегодняшнего дня. И еще одна, это 15 июля 1869 года. В этот день французский химик Ипполит Межемурье создал маргарин. А в Советском Союзе его начали производить лишь в 1930-х годах. С развитием химической промышленности маргарин становился все более качественным. По текстуре и вкусу он напоминал сливочное масло, однако всегда стоил дешевле. Так что потребительская любовь была вполне оправдана. Теперь слово «маргарин» крайне непопулярно. Со временем у этого продукта сформировалась дурная репутация. Но почему маргарин считается вредным? Все потому, что трансжиры, которые есть в маргарине, могут повышать риск онкологических заболеваний и уровень холестерина в крови, что в свою очередь приведет к проблемам с сердцем. Обилие добавок в составе тоже не делает продукт полезнее, однако нужно понимать, что красители, эмульгаторы и консерванты по-прежнему широко используются в производстве и могут встречаться даже в сливочном масле. Единственный способ избежать всего этого – готовить, собственно, масло или маргарин самостоятельно из максимально чистых продуктов. Тем не менее, маргарин может быть оптимальным выбором для людей с непереносимостью животных жиров, а также при высоком риске атеросклероза. Но в целом это отнюдь не диетический продукт, и его употребление лучше всего ограничить. Ну, а лето – это, конечно же, пора долгожданных отпусков. Кто-то из вас уже, вероятно, вернулся из этого отпуска, кто-то только в самом разгаре, а кому-то еще только предстоит запомнить это лето навсегда, в хорошем смысле, конечно же, слова. Самым распространенным видом организации отдыха является приобретение тура или путевки. Но что делать, если путевка оплачена, но по независящим от вас причинам воспользоваться ей не удалось? И вот сегодня, в нашей рубрике «Советы юриста» как раз узнаем, что же делать в таких случаях. Здравствуйте. Сегодня рассмотрим ситуацию, при которой вы оплатили услуги туроператора к месту проведения отдыха, однако он не состоялся по уважительным или независящим от вас причинам. Что делать в такой ситуации и как вернуть оплаченную сумму? Для начала следует знать, что взаимоотношения между гражданами и туристическими операторами регулируются, в частности, законом о защите прав потребителей, что дает вам дополнительные гарантии и компенсации. Во-первых, для начала следует обратиться к туроператору с письменным заявлением о расторжении договора и о возврате оплаченной стоимости, в котором нужно подробно описать свою ситуацию и четко сформулировать свои требования. Заявление следует подать с отметкой туроператора о его получении или направить по почте заказным письмом с описью вложения. Далее, если ответ на заявление по истечении 30 дней вами не получен или ответ вас не устраивает, вы можете обратиться с жалобой в Ростуризм, прокуратуру или суд. В исковом заявлении в суд необходимо будет изложить обстоятельства дела, сформулировать свои требования, а также приложить к иску все необходимые доказательства ваших доводов. Перед подачей иска необходимо будет решить вопрос с государственной пошлиной. Если сумма вашего иска не превышает 1 миллиона рублей, то она не оплачивается. Если же размер вашего требования выше указанной суммы, то пошлину нужно будет оплатить, исходя из размера, превышающего 1 миллион рублей. Также до подачи иска один его экземпляр необходимо будет направить в адрес ответчика, в данном случае туроператора, по почте, либо вручить ему нарочно. Только после этой обязательной процедуры иск может быть подан в суд. Если сумма иска не превышает 100 тысяч рублей, то иск вам следует подать в мировой суд. Если же превышает, то в районный суд по месту вашего жительства или по месту нахождения ответчика. Помните, что помимо возврата стоимости тура, согласно закону о защите прав потребителей, вы будете иметь право также на выплату штрафа в размере 50% от присужденной в пользу потребителя суммы. После подачи иска
необходимо будет ожидать извещения суда о дате рассмотрения дела, принять участие в нескольких судебных заседаниях, поддержать свои доводы, изложенные в исковом заявлении, и дожидаться решения суда, которое зачастую выносится в пользу потребителя. На этом все. Знайте свои права и до свидания. Хорошие и важные советы нашего юриста, но мы, конечно же, желаем вам, чтобы прибегать к нему у вас никогда не было причин. А сейчас для вас астрологический прогноз на всю нашу неделю. Овен. Овнам предстоит пережить депрессию. Чувствуется недостаток радости и положительных эмоций. При этом у вас много энергии. Наступило время доделать отложившиеся дела. На этой неделе стоит больше времени уделить развлечениям, которые вскоре помогут выйти из депрессивного состояния. Телец. Для тельцов неделя в целом гармоничная. Практические вопросы удастся решить благодаря собранности и целеустремленности. Чувствительность на неделе повысится, что поможет наладить личную жизнь. Единственный минус – раздражительность. Старайтесь больше общаться с людьми. Близнецы. Для близнецов неделя пройдет спокойно. У вас будет больше сил, чем обычно. Избыток энергии поможет эффективно действовать и достигать результатов. Без желания и упорства не обойтись. Рак. Раков ожидает очень противоречивая неделя. Готовьтесь, вы будете особо чувствительны к миру и по-разному будете воспринимать красоту мира. Возможно, черствость, сухость и неудовлетворенность. Вторая половина недели пройдет спокойнее. Лев. Для львов неделя обещает быть позитивной. Энергии и настойчивости много, поэтому вперед к целям. Дева. Для дев неделя будет положительной. Вы почувствуете эмоциональную уравновешенность и собранность, что позволит насладиться жизнью и, конечно, закончить важные дела. Для весов неделя будет напряженной. Можете ощутить разлад в чувствах, сложность с решительностью и эмоциями. Но при всех негативных эмоциях вы будете готовы к эффективной работе. Сконцентрируйтесь на делах. Они помогут избавиться от плохого настроения. Скорпион. Для скорпионов неделя будет положительной. Эмоциональное состояние наконец уладится. Творчество пойдет на пользу. Стрелец. Для стрельцов неделя позитивная. Вам помогут энергичность и решительность. Сворачивать с выбранного пути не стоит. Проявите настойчивость и удивите окружающих своей энергичностью. Козерог. Для козерогов личные отношения не приносят радости, а чувство неудовлетворенности все больше. Поможет лишь собранность и терпение. Настройтесь на будущие цели и действуйте по плану. Так вы ощутите чувство долга. Водолей. Водолеям на неделе присуща раздражительность, что непривычно для знака. Вам будет трудно донести мысли окружающим и принять чужую точку зрения. Единственное, что поможет – философское отношение к жизни. Будьте снисходительны. Возможны конфликты, поэтому стоит избежать переговоров и обсуждений. Рыбы. Для рыб неделя довольно положительная. Баланс между чувствами и разумом позволит достижению целей. При этом вы будете спокойны духовно. Творческие занятия пройдут с особой продуктивностью. Пойте, рисуйте и танцуйте. Практические дела будут решаться так же легко. С 10 по 12 июля было организовано масштабное мероприятие – 4-й форум «Бизнес. Дело семейное», который прошел на теплоходе «Демьян-Бедный» по маршруту Якутск, Ленские столбы, Якутск. В рамках форума участники посетили объект всемирного наследия ЮНЕСКО, Национальный природный парк Ленские столбы, а также множество интересных мероприятий и тренингов. И сегодня у нас в гостях Марина Богословская, президент Торгово-промышленной палаты республики, и Евдокия Ефимова, заместитель генерального директора Центра «Мой бизнес». Доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, собственно, семейный форум, кто был организатором, инициатором всего этого дела, является уже в 4-й раз, и какая программа с какими задачами ставится на этот форум? Ну, уже 4-й год Торгово-промышленная палата республики совместно с партнерами Центром «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма проводит вот такой замечательный форум, направленный на развитие семейного предпринимательства. Перед форумом мы проводим большой конкурс семейных на лучшее семейное предприятие Якутии, а итоги подводим как раз на этом форуме.
Вообще проект по развитию, по поддержке семейного бизнеса является федеральным и родился в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Его патронирует непосредственно президент Российской палаты Сергей Николаевич Катырин и курирует вице-президент Российской, опять-таки, палаты Елена Николаевна Дыбова. Якутия является, вот ТПП Якутия является одним из 5 лучших регионов, одной из лучших палат по сопровождению этого проекта. Проект людям нравится, это, конечно, по поддержанию, по популяризации семейного бизнеса, семейных ценностей. Особенно это значимо в год семьи в Российской Федерации, в год детства в Республике Саха-Якутия. Очень интересно, да, но вот в целом семейный бизнес, то есть, ну, все говорит само за себя, да, обязательно должен быть проект, где участвует семья, то есть несколько членов семьи, правильно? Это, наверное, уже по организационным моментам вопрос, да? Ну да, семейный бизнес — это прежде всего, ну, как вы говорите, говорящее такое, да, название. 2 поколения, 3 поколения, даже есть такие семьи. Но это, как правило, бывает так, что люди среднего возраста, взрослые, организуют свой бизнес, потом дети начинают помогать бабушки, дедушки. Вот, ну вот, собственно говоря, вся семья работает на семейную экономику, общие планы строятся. Это всегда здорово, все трудоустроены. И, в конце концов, члены вашей семьи — это лучшие сотрудники в мире, как говорится. Как говорится, семья — это основа всего, очаг, уют, а бизнес — это реализация своих талантов, планов, да, а все вместе — это свое светлое будущее, получается, вы организуете для себя и для своей семьи. Ну, по идее, да, все так и получается. Ну, а в целом на площадке форума, да, какие вопросы обсуждалось, что сегодня, ну, представители семейного бизнеса, да, волнует больше всего? Ну, в нашем форуме приняли участие 25 семейных предпринимателей из регионов страны, от Калининграда до Москвы, Московской области, Ставрополь, Краснодарский край были представлены. Это здорово, да, такая география, и людям интересно посмотреть нашу республику. Они уехали в полном восторге, намерены вернуться зимой за новыми уже зимними впечатлениями. И, конечно, у семейных предпринимателей, где бы они ни находились, где бы ни вели свой бизнес, проблемы, конечно, общие. Да, это и налоговые какие-то изменения, да, изменения в законодательстве, какие-то новые ограничения, к которым надо приспосабливаться. Люди это обсуждают на площадках форумов, вот в том числе, потому что мы не единственная республика, которая проводит подобные мероприятия. Вот буквально в ближайшие дни подобный форум пройдет в Туле. Туда тоже съезжаются предприниматели семейные из регионов. Но наша задача — дать возможность людям высказаться, да, поговорить о наболевшем, дать им возможность чему-то новому научиться. Ну и самое главное, конечно, на таких форумах — это общение. Люди делятся опытом, люди, я не знаю, создают какие-то вот новые коллаборации, так модное, да, слово. И из этого рождаются новые проекты, что всегда интересно. Ну вот помимо прочего же еще в рамках форума фестиваль прошел. Да, как там, «Семья, мой бизнес», да? Да, «Семья, мой бизнес». Вообще фестиваль у нас проводился первый раз, получается, в этом году. Это очень символично, что именно в год семьи в Российской Федерации мы решили провести. А задумка была, потому что у нас каждый год уже в 3-й раз проходит проект «Малый бизнес для большой семьи». Мы собрали 20 заявок со всех районов республики и города Якутска, отобрали экспертные комиссии и провели обучение. В течение 4 дней семьи обучались основам предпринимательской деятельности, разработали свои бизнес-проекты. И на 5-й день в рамках семейного фестиваля прошла защита проектов, где победителем стала Ольга Худаева, самозанятая многодетная мама, которая выиграла грант 150 тысяч на открытие и развитие своего дела. У нее получается свой бренд «Кнопка», где она разрабатывает интерактивные книжки из экологичных материалов. Это по основам якутских сказок, там можно отклеивать, приклеивать разные, вот, получается, игрушки. Это очень интересно для детей. Для меня, для взрослого человека даже было очень интересно сидеть все это, ну, как бы рассматривать, играть, да. И вот она, получается, собирается открыть ИП, купить оборудование, нанять работников и расширить свое производство. Эти как раз 150 тысяч ей очень помогут в этом. Вот как раз-таки я и хотела спросить, вот сегодня семьи все-таки в каких отраслях больше развивают, да, свой бизнес? Да, кстати, может быть, по регионам есть какая-то разница, что, допустим, в Якутии там семейным делом больше вот в этой сфере занимаются, там условно в том же Краснодарском крае. Кафе, либо что? Ну, со стороны Якутии я скажу, что там все абсолютно разное, да, вот у нас проектов было больше по туризму, получается, психология, вот очень стали развиваться в этом направлении, детская психология, со взрослыми работа, да, и получается, ну, в основном вот производство чего-то.
получается такое. Ну а если судить по итогам конкурса, который проводила торгово-промышленная палата вот совместно с Центром «Мой бизнес», у нас вот вообще победителями стала семья Васильевых, которая занимается производством ножей. Да, и их продукция пользуется огромным спросом. Мы это видим вообще. Они участвуют во всех наших выставках, ярмарках, которые мы проводим в течение года. Педагогические услуги, причем дошкольное образование. Это семья Постниковых. Очень востребована. У них сеть центров развития ребенка «Узнавайка». Уже 5 садиков в городе они открыли. Да, и востребованность очень велика. То есть у нас, в принципе, предприниматели семейные достаточно разносторонние люди в плане того, что нет какой-то там сферы, куда большинство идет. Все как-то вот разные, и очень большое количество, я так понимаю, производства. Да, еще вопросы, в каком еще направлении можно открыть бизнес? Вот такие вопросы вот нам задают. Да. Они еще хотят, да? Еще хотят. И это уже фактически формируется холдинг, когда семья занимается вот несколькими видами бизнеса. И, кстати, вот я бы хотела сказать, да, что, конечно, проблем много в сфере семейного предпринимательства, но торгово-промышленная палата, ну так вот, занимается вообще этим вопросом, да, и вот в прошлом году при поддержке Александра Сергеевича Николаева, при поддержке депутатов нашего парламента были приняты поправки в закон о развитии предпринимательства в республике именно в части определения статуса, что же такое семейное предприятие. И это здорово, да, а в этом году, в год семьи, все предприниматели семейной страны ожидают принятия федерального закона о семейном предпринимательстве. Он уже находится в Государственной Думе, идут консультации с фракциями, но до конца года, я думаю, закон будет принят. Здорово. Ну, спасибо большое за эту беседу. Ну, здорово такой форум проводить, тем более, что порой действительно открытие своего дела для семьи может быть даже стать единственным средством как-то там, собственно, прокормить эту семью. Такое тоже бывает, и классно, что возможно. Семейная экономика. Да, семейная экономика. И круто, что которая также влияет и на экономику нашей республики, нашего региона в целом. Да, и страны в целом. Да. Спасибо большое вам за такую интересную беседу. Мы желаем вам успехов в работе и плодотворной работы. Спасибо. Спасибо. Ну а мы тем временем передаем слово нашим коллегам из информационной службы и хотим услышать о них последние новости. Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей. Президент России Владимир Путин подписал закон о системообразующих территориальных сетевых организациях и внедрении автоматического дистанционного управления режимами работы объектов электроэнергетики. Закон предусматривает создание в каждом регионе страны СТСО как единого центра ответственности за надежное электроснабжение на объектах распределительной сети. СТСО будут работать в режиме одного окна для потребителей энергосбытовых организаций, а также эксплуатировать бесхозные объекты электросетевого хозяйства и устранять масштабные аварии на сетях прочих территориальных сетевых организаций. Минсельхоз США в июльском обзоре ставил на уровне 48 миллионов тонн прогноз экспорта пшеницы из России в новом сельхозгоду, то есть с июля 24 по июнь 25. При этом оценка экспорта ближайшего конкурента Евросоюза понижена до 34,5 миллионов тонн. Прогноз экспорта фуражного зерна снижен до 9 миллионов тонн. Что касается российской кукурузы, то американское министерство понизило прогноз по ее экспорту до 4,5 миллионов тонн с 5 миллионов. Якутское отделение Общероссийского народного фронта подготовило к отправке партию автомобилей и техники для нужд специальной военной операции. Об этом глава Якутии Аясан Николаев сообщил в своем телеграм-канале. Автомобили прибыли в Усть-Кут, где их погрузят на железнодорожные платформы для дальнейшей транспортировки до Ростовской области. Там их уже распределяют по военным частям, где служат якутяне. Победа обязательно будет за нами, отметил глава республики. Ранее региональное отделение Народного фронта совместно с правительством республики передали бойцам СВО 12 автомобилей высокой проходимости. В очередной партии на грузовое судно загрузили джипы марки Toyota и УАЗ «Патриот». Паромная переправа Якутск-Нижнебестях-Якутск работает в штатном режиме. Погодные условия благоприятные, и паромы курсируют по расписанию без задержек. В этом сезоне цены на перевозку увеличились. Тариф на легковую машину 950 рублей, свыше 2 тонн 1250 рублей. Сумма проезда одного пассажира 300 рублей. Работу ведут 5 причалов и 9 паромов.
Напомним, отследить движение паромов можно онлайн по камерам и в приложении «Паромы Якутии». Также через 2 недели планируется открытие основной кассы с электронными чеками. В будние дни можно приезжать, в принципе, с 9 утра до 7-8 вечера. Вы спокойно увидите, без особой большой очереди. В выходные дни рекомендуется с самого раннего утра, желательно с открытия с 5 утра, и примерно где-то до 7-8 часов также. Из-за сильного потока машин даже при усиленном режиме можем не справиться. Поэтому самое оптимальное с 6 до 7-8 вечера. Снежная Бестяха, в принципе, то же самое, за исключением, если у нас усиленные дни это пятница-суббота, то у них там это суббота, воскресенье, понедельник. Профессиональная психологическая поддержка участников спецоперации и их родных продолжается. Работа направлена на сохранение, восстановление и укрепление психологического здоровья. За первое полугодие Республиканским психологическим центром отработано около 7 тысяч новых и повторных обращений. За весь период спецоперации отработано более 29 тысяч обращений. Проведено 37 тысяч индивидуальных и групповых консультаций. Психологи помогают людям с утратами, семьям пропавших без вести. Не бывает неправильных или неудобных тем в работе со психологом. Психологи не ставят на учет, люди приходят к нам в статусе клиентов, а не пациентов. Все обращения добровольные, насильно психологи не работают. Обращайтесь за квалифицированной помощью, когда возникает потребность или просто, как говорится, когда болит душа. Записаться в Якутске и узнать контакты филиалов можно по номеру 31 91 09. Работает круглосуточный телефон доверия 8 800 100 35 50. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Таким было утро понедельника. Да, именно таким и никаким иначе уже оно не будет, потому что утро фактически заканчивается. Ну, прошло оно, надеюсь, бодро. Но если вы смотрели весь почти что час, да, с нами были, то все было классно. Вот, кто подключился позже, тоже будет все хорошо, а кто вообще не смотрел, ну, они нас сейчас и не смотрят, поэтому ничего им говорить не будем. Желаем вам отличного дня, хорошего, продуктивного, энергичного. А завтра в этой же студии, в это же время мы обязательно вновь встретимся, будем встречать уже завтрашний день, но это уже другая история. Доброго всем утра, хорошего настроения и отличного рабочего дня.